Добрый день, снова компания Progress Auto, снова тракторы и снова исейки. Seattle Hunter 20 лет в данный момент у нас. Шины близки к новым, без растрескивания каких-либо других проблем. То же самое по заду, отлично видно. Состояние сразу же все так же покажу. Все четко, все отлично здесь. Лакокраска вся целенькая, все родные наклеечки, пластик, все это родное. Привет огромный всей той армии, которая нам пишет, что окраска снова не родная, мы все обманули, все покрасили. Давайте опять разбираться. Коцки от эксплуатации. Аукционные маркеры, но это не считается. Будем считать, что мы сами написали. Так. Здесь вроде что-то есть. Вот коцки у нас от эксплуатации. Щитки то же самое. Царапина. Давайте будем разбираться сразу. Потому что в последнее время что-то прям участилось вот это вот. Писанина непонятная в комментариях по поводу того, что, видите ли, всех бедных обманули. Поэтому будем смотреть. Самое смешное, что пишут те, кто к нам вообще никогда не обращались, они в одном у нас филиале не были, просто сидят и фигачат в комментарии, поэтому, кстати, конечно, не самый это логичный поступок, но тем не менее. Трехточное навесное устройство, всем известное, я думаю, с гидрорегулировками, фреза 1,40 м. По ножам, я думаю, видно, остаток еще достаточно хороший. По правой стороне шины также без каких-либо нареканий. Здесь вот коцки какие-то хотелось бы показать. Но если уж мы покупаем трактор в родной краске, с идеальным охраном, чтобы ехать на выставку, то давайте уже показывать царапины тогда. Вот полы. Такое тоже бывает. Ничего страшного в этом нет. Это просто закосано ногами, пока ездили. Сиденье родное, целое. В идеале абсолютно. Под ним все так же целое, без проблем. Кстати, вот да, лично меня, очень интересует вопрос, чисто по-человечески понять, действительно ли настолько важно лакокрасочное покрытие, вот это сохран вот этого родного лакокрасочного покрытия при покупке трактора. То есть я понимаю, что покупая автомобиль, конечно, хотелось бы в идеале этого получить. Но трактор, нужно ли это? То есть, может быть, лучше получить именно лакокраску, которая уже полностью обновлена, чтобы не было никакой ржавчины, никаких проблем в дальнейшем, еще там 10 лет, например. Либо же все-таки хочется получить для людей удобнее получить именно трактор, например, покоцанный, еще с какими-то вопросами, где может там через несколько лет пойти ржавчина и как бы и самим уже с этим бороться. Напишите в комментариях ваше мнение, если есть какие-то идеи на этот счет. Потому что я, если честно, не понимаю всех этих претензий насчет того, что там где-то лакокраска не родная по мостам, например. Частенько этот вопрос возникает. Собственно, запуск. Можно сразу ехать, естественно, потому что никто не выключает у нас передачу. Коробка переключения передач. Думаю, всем понятно, что отлично работает, без каких-либо вопросов. То же самое с раздаткой. Собственно, поедете назад, катим наш тракторок. Кстати, да, я думаю, видно, как работает наш гидроусилитель руля. Все на месте, все спокойненько крутится. Поднимается, опускается фреза. Никаких других проблем мы не испытываем. Вот здесь у нас очень сильно дребезжит зеркало, я думаю, это слышно. Не знаю, зачем оно там, но тем не менее. Достаточно, кстати, резвенький тракторок. Хоть те же самые 15 км в час, конечно же, заявлены, так как он не быстроходный, но по ощущениям очень быстрый, поэтому будьте, так сказать, осторожны. Вот, собственно, наше наличие в городе Благовещенск в данный момент. Интересный шнекоротор. И
Вот такой отряд тракторов стоит и ждет своих покупателей. Поэтому, повторюсь, компания Прогресс Авто, мы вас рады видеть. К слову, конечно же, есть также экскаваторы, погрузчики и другие виды техники. Все это здесь стоит, все это вас ждет. Всего доброго.